Как вы думаете, что объединяет чемпиона мира по вольной борьбе среди ветеранов и чемпиона мира по тайскому боксу среди профессионалов? Отвечу. Страсть к национальным видам спорта. Знакомьтесь, Батыр Цыренов и Жаргал Ачиров. Первый победитель турниров по национальной бурятской борьбе Бухэ Барилдан. Второй имеет лишь небольшой опыт занятий дзюдо и самбо. Жаргал считает, что этих знаний ему недостаточно. Два известных спортсмена встретились, и вот что из этого получилось. Посмотрел фильмы с участием легендарного мастера Брюса Ли и загорелся именно восточными единоборствами. И записался в секцию карате Кёкушинкай, которая позже потом переросла в рукопашный бой. Нашим тренером был Молданов Владимир Нарбович. Мне старший брат сказал, что есть секция тайского бокса. Я туда пришел, где-то мне уже было лет 18. Записался, пришел в этот зал Дом спорта БГУ, познакомился с ребятами и как бы именно влюбился в тайский бокс. В 20 лет выиграл чемпионат России, пробрался на чемпионат мира. Тайский бокс не просто драка, а именно тайский бокс — это такой древний вид единоборства, который развивался в Таиланде на протяжении 400 лет. И сейчас уже набирает обороты во всем мире. В принципе, он и в 70-х годах уже довольно популярен был в США, Европе и так далее. Всегда мне хотелось, даже еще в детстве, выступить именно на наших местных сухарбанах, когда я жил в Одинске, в Закаменске. Здесь мой старший брат, как бы ему удавалось, он еще маленький был. Он пару раз ходил по детям еще, боролся там. У меня как бы такая мечта еще оставалась. В секцию вольной борьбы брат меня привел в борьбу. Это в далеком 4 классе, когда я учился. И к Геннадию Владимировичу Бубееву я попал. С 4 класса вот тренируюсь и до сих пор борюсь и участвую везде в многих соревнованиях. Да вот, Бухэ Барилданом, как я встретился. В детстве на Сухарбане у нас в Улюне боролись мужики, здоровые выходили, все боролись. И я всегда на них смотрел и любовался, как они борются. И тоже хотел там участвовать. Но, конечно, я был школьником и всегда там чемпионом становился богатырь бурятский, там Батыр его звали. А в истории национальной борьбы могу рассказать, как Виктор Васильевич Баймеев, вы все знаете, заслуженный тренер России. Вот он боролся с моим земляком, с этого Миши его звали. С этого Саргады, большой, здоровый. И вот зрелищно было, когда он большой, здоровый, маленькому проиграл. И вот это большое зрелище. И вообще, до сих пор говорят, что 60-килограммовый такого 100 с лишним килограммов выиграл. Это же все люди видели, до сих пор в памяти вот это Виктор Васильевич Баймеев, вот его ловкость. Не только там сила, он ловкостью выиграл, думаю. Вот ловкий должен выигрывать в этой национальной борьбе. И у нас всегда Батыр Немаев маленький боролся, 68 килограмм, он больших пацанов всегда ронял. Мунка Жаргалова выигрывал на моих глазах. Что скажу, у меня средний вес 90 с лишним килограммов, я всегда боролся. Нормально, не уступаю тяжеловесом, с ними нормально борюсь.
наши предки, они придумали, чтобы они боролись только в этом в шортах и все. И больше ничего не было. И кушак одевали, и босиком боролись. И еще говорили, что до такой степени боролись наши буряты, за палец ноги хватали и поднимали, за палец ноги внизу, и поднимали только за один палец выигрывали. Вот еще ловкость, вот видите, ловкость сделали. Не только сила, а ловкий выигрывал. Большинство монголов приезжают к нам тоже, они привыкли к своей борьбе, а нашей борьбе не могут привыкнуть и проигрывают. И до сих пор мы выигрываем их. Лучше наша бурятская борьба. Для нас лучше. А для монгол, конечно, их борьба. У них за верхнюю одежду там хватает, у них верхняя одежда крылья называется. Они за крылья хватаются, часами там толкаются. И у них обутки здоровые, этими обутками они подсекают, по ногам друг друга бьют. А у нас что, честно боремся, у нас открытые ноги. Сильную борьбу Хамбал-Аман, наверное, развивать начал у нас в Бурятии. Везде национальную борьбу начал развивать, потому что Субаргана везде открывал участие народное. Но люди, когда приходят, не только там молиться, и они приходят заодно тоже развлечься, борьбу посмотреть. О правилах, что могу сказать, два борца выходят на ковер, они на лужайку выходят и борются. И они 5 минут борются. 5 минут, потом после истечения 5 минут, если ничего не происходит друг с другом, еще сверху 5 минут на кушаках уже захвате борются за пояса. И там кидают монету, кидают, и орел, орешек. У кого упадет орел там или орешек, и это берут захват. Первый берет орел, если угадает. И они 5 минут, в течение 5 минут борются. Если в течение 5 минут ничего не происходит, там уже опять кидают орел, монетку вверх. И орел, орешек. И кто орел, тот глубокий захват берет, удобный себе, и начинает бороться. Там 80% победы, который берет глубокий захват, и 20% остается, который отдал глубокий захват. И там борьба быстро, моментально происходит, и в течение 30-40 секунд уже выявляется победитель. Но, конечно, люди там часами боролись, было такое, долго смотрели, там друг друга не могли уронить, потому что, видите, сейчас тоже технологии, компьютеры везде, раньше ВМ, сейчас, видите, везде компьютеры, телефон даже усовершенствуется, и поэтому борьба тоже у нас усовершенствуется, и она быстрой стала. И, видите, по правилам там, в течение 12 минут уже борьба заканчивается. Я так думаю. Но все везде правила усовершенствуем, борьбу усовершенствуем. Еще усовершенствование идет. Еще хотят быстрее, чтобы было, зрелищнее, чтобы люди смотрели моментально, чтобы было. Шаг привязывается вот так примерно. С 2000-х годов это вот придумали, чтобы вот ремень, кушаки были, чтобы привязаны и боролись. Да. А в монгольской борьбе? В монгольской борьбе нет, у них с верхней одежды там и шорты вот такие. 5 минут борются в борьбе обычном, потом 5 минут на кушаках. Если на кушаках ничего не происходит, в захвате, ничего не происходит, отпускает, потом это глубокий захват берет, фишку кидает и глубокий захват я беру вот так. А ты я тоже. Да, ты вот так берешь. И вот отсюда борьба продолжается. Я могу сразу два Да, хватить. два можешь хотеть, отсюда борьба продолжается. Кто? Тяжело со мной. Я 105 килограмм вешу, ты 75. Это 30 килограмм разницы.
И поэтому у тебя мышцы уже другие работают, ударные, а у нас держатели хорошо работают. Вот здесь ты бьешь, видишь, поэтому тяжело тебе. А бывает, что, допустим, легковес может выиграть тяжеловеса? Да, это же национальная борьба, это борьба на ловкость большинства бурятов. Ловкий выигрывают такого. Ты ловкий будешь, можешь меня даже обыграть, ногами подсечь, убежать и вот так наоборот. Но я гарантирую где-то 70% победы будет выигрыш у меня будет и 30% где-то у тебя. Главное, бурятская борьба, это зависит от координации. Как он родился генетически, стоит на ногах, будет стоять. А человек, когда рождается, можно его проверять сразу. Толкаешь, мальчик, ну, где-то с 7-8 месяцев, человек уже можно узнать. Толкнул, ребенок может упасть, а другой ребенок не упадет. А вот в бурятской борьбе вот именно координация на ногах. А здесь устоять, чтобы на двух ногах. Вот это есть высшее качество человека. Вот в этом заключается бурятская борьба. Рукой. Вот так что ли? Это и Лубеновский зажигал делает. И Михаил Львович Дамби вот это прям делает. Вот так вот и вот так. Пока. Наша надам мане хушар хене шене морсу алая айдо Пошел ты рукой бери. Изнутри, а той рукой. А, сюда, да? Во, и толкай. Вот так. Вот так делается. Еще раз. Оп, о. Такая. О, вот так, вот так. Ну. Вот так делается этот прием. А вот этот зацеп подтягивает кушаком как-то на себя. Так. А это чеченский. Вот так. Ногу между ног. Ага. Одну ногу между ног. И это берешь. Вот так. Вот так. Вот Видишь? так. Ага. Ногу между ног, одну ногу. И на себя натягиваешь. Это чеченский называется. Держишь вот так. Ага. Тяни меня. Не, это отсюда бери. Во. И, ну, не, эту ногу еще глубже шагай. Сюда. И поднимай ногами, помогай. О, на себя. Еще раз. Вот так. Еще раз. Оп. И крути. Во. Вот так крути. Во. Ногу еще поближе подтягивай. О, и крути. На той ноге. Вот так крути. Вот так. Крутишь, понял? Пойдем, Являясь представителем бурятского народа, все-таки нужно помнить о корнях своих. Чтобы популяризировать какой-то другой вид спорта, нужно знать, конечно же, свои корни. Поэтому я все-таки решил попробовать выступить именно по национальной борьбе. Зная свои корни, человек может дальше развиваться. То есть без этого все-таки нельзя полноценно себя воспринимать как личность. Я думаю, что мастер-класс, который получил чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов Жаргал Ачиров, поможет ему уже в самое ближайшее время стать одним из участников турнира по национальной бурятской борьбе Бухэ-Барилдан и, возможно, стать его победителем. Спорт наших предков. Смотрите, и вы узнаете многое.